Торжественная церемония прошла сегодня и в Воркуте. Накануне поздравили ветеранов и их родственников, тружеников тыла, узников концлагерей и жителей блокадного Ленинграда. Сегодня первые лица города и все желающие возложили цветы к монументу на площади Победы и напомнили, какой большой ценой она досталась. Воркута занимает особое место среди городов не только Коми, но и России. Заслуги заполярного города в приближении победы в войне нельзя преуменьшить. Когда фашисты захватили Донбасс, наша Родина испытывала острую необходимость в угле для того, чтобы плавить сталь и ковать оружие победы. И в этот момент воркутинцы, не щадя своего здоровья, жертвуя свою зарплату, в забоях добывали уголь и максимально большими количествами направляли его для выплавки стали. Последние 2 дня в Заполярье была пурга, снег лежал по колено, но город почти полностью очистили специально ко Дню Победы. Символично, что сегодня вышло солнце. Сразу на нескольких площадках Воркуты расположились интерактивные зоны. Возле Дома культуры шахтеров прошла акция «Стихи о Победе», где любой желающий мог в формате открытого микрофона прочитать любимые стихотворения о том времени. Здесь же звучала праздничная радиотрансляция, работала даже полевая почта. Здесь любой желающий может написать письмо ветерану, опустить в ящик, и мы это письмо обязательно передадим ветеранам. А рядом с Дворцом творчества детей и молодежи на площадке спортивного комплекса «Олимп» расположилась уличная выставка военной техники, как образца 40-х годов, так и современной. А на площади Центральной и Мира полевая кухня и тематические фотозоны. А в Уктыле торжественные мероприятия начались в 11:00 с возложения цветов к стеле защитникам Отечества. Как это было, расскажет Любовь Лапина. Строятся юноармейцы и четко чеканя шаг идут знаменосцы. Несут корзины и букеты цветов к памятнику руководители предприятий и учреждений города, взрослые и дети, ветераны и молодежь. Все едины в этот миг. Отдают честь и низко кланяются, вспоминая ушедших героев и участников той страшной войны. После на свой пост заступает вахта памяти и начинается вальс победы. Сегодня в Уктыле 2 участника Великой Отечественной войны – Раиса Петровна Серяпова и Константин Елисеевич Агеев, несовершеннолетняя узница концлагерей Елизавета Антоновна Ситникова, выживший в блокадном Ленинграде Владимир Федорович Черниченко, 7 тружеников тыла, 2 ветерана и более 400 детей войны. Всем им низкий поклон. Никто не остался без внимания. Всех поздравили, и администрация, градообразующие предприятия, и школьники, ну и все, наверное, неравнодушные люди отдали дань памяти и чести каждому ветерану. Для участников Великой Отечественной, которые смогли выйти на улицу, устраивают небольшие митинги. Первый для тружеников тыла Марии Никаноровны Смирновой и Александра Алексеевича Тишкова. Здоровья вам, крепкого, долгих лет жизни и мирного неба. Спасибо вам большое от всех жителей нашего округа. Спасибо, с праздником вас, с Днем Великой Победы! Теплые слова в адрес ветеранов и песни исполняет старший хор детской музыкальной школы, композиции военных лет, снова вальс и, конечно же, песня «День Победы». После знаменосцы и юноармейцы торжественным маршем проходятся перед ветеранами, а они, в свою очередь, тепло встречают поздравляющих, улыбаются, подпевают от души и хлопают марширующим ребятам. Это небольшой концерт и парад победы. Для наших ветеранов задействованы наши артисты клубно-спортивного комплекса, детской музыкальной школы и юноармейцы. Далее у нас планируются военные фильмы, показ «Вход свободный» в КСК. А на городской площади тем временем работает фотозона с символикой Дня Победы. У библиотеки расположился военный граммофон. Здесь можно не только фотографироваться, но и петь песни. А кто-то из уктыльцев даже устанавливает свой рекорд победы. Это еще одна городская акция. Любовь Лапина, Василиса Гречнева, Илья Пузанов, телеканал Юрган, Уктыл.